конце 20-х годов уже прежняя демократизация, и это и в политическом вопросе, и многих других аспектах, экономическом и национальных, начиналось уже сужаться. То есть уже все больше и больше зажимали национальное своеобразие и больше говорили об интернационализме. И поэтому уже на следующем 4-м съезде, Всечувашском съезде Советов в феврале 1931 года был поставлен вопрос о том, что все-таки необходимо изменить государственные символы. Вследствие этого в 1931 году белая вставка покидает флаг, и остается только красное полотнище, на котором было написано только надпись на чувашском языке «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», надпись ЧССР. Нашло изменения и в гербе, тоже были убраны эти узоры, которые были раньше по краям. Но и этот флаг Наркомюст РСФСР не признал. В 1937 году было принято решение о том, чтобы чувашский флаг, государственный флаг Чувашской республики, он ничем не отличался бы уже от флага и герба РСФСР. Единственное отличие, что между ними было, только надпись на чувашском языке «Чуваш АССР». А на гербе это фраза «Пролетарии всех стран» на чувашском языке. В 1954 году к чувашскому флагу была добавлена еще синяя полоса с краю. Это потому, что было изменение во флагах РСФСР, тоже в 1954 году, и тоже изменился, и продублировался. В таком виде это у нас просуществовало вплоть до начала 90-х годов.